1 марта 2021 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял председателя Вулуси Джирга Национального совета парламента Исламской Республики Афганистан Мирахмона Рахмони. В ходе беседы стороны в атмосфере полного взаимопонимания обменялись мнениями по различным аспектам сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном, а также по актуальным международным и региональным вопросам. При этом лидер нации подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества для укрепления многогранных отношений между двумя соседними странами, указывая на всестороннюю поддержку Таджикистаном инициатив мирного сообщества по обеспечению мира и стабильности, социально-экономического развития соседнего Афганистана. Лидер нации особо подчеркнул значение проведения в конце марта текущего года в Душанбе заседания высокого уровня форума «Сердце Азии. Стамбульский процесс», председательство в котором возложено на Таджикистан. В ходе беседы стороны также выразили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении взаимовыгодных двусторонних отношений в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, в том числе в торгово-экономическом и социальных сферах, особенно с учетом пандемии COVID-19 в сфере здравоохранения. Также было указано на необходимость укрепления правовой основы такого сотрудничества и роли парламента в этом направлении. В контексте сотрудничества в сфере безопасности особо была подчеркнута необходимость укрепления партнерства между двумя странами в борьбе с современными угрозами и вызовами, в частности с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также в обеспечении безопасности границ. Ответственные лица с Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан в рамках достойной встречи юбилейной даты 30-й годовщины Дня государственной независимости страны посетили город Гисар, где в итоге ознакомились с готовыми к сдаче в эксплуатацию спортивными объектами различного назначения. По словам местной администрации, на канун общенациональных празднований сдачи в эксплуатацию современных спортивных объектов является главной поддержкой правительства страны в деле развития спорта в городах и районах республиканского подчинения. Благодаря проведению и освещению в средствах массовой информации многочисленных спортивных, культурных мероприятий решается задача популяризации спорта среди молодежи, то есть воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни. Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Благодаря государственной независимости страны сегодня для спортивной деятельности созданы все необходимые условия. Нужно отметить, что на сегодня все больше людей отказываются от вредных привычек, выбирают правильное питание и спорт. Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом. Это подтверждает знаменитая поговорка «В здоровом теле здоровый дух». Для развития аграрно-промышленного сектора, состояния пригодности и доступности сельскохозяйственного оборудования в городе Турсунзаде состоялась выставка современной сельхозтехники. На выставке со стороны малых и крупных дихканских хозяйств были продемонстрированы более 150 единиц сельхозтехники из числа трактора, опрыскиватели для распыления токсичных веществ, сенокосные машины и многое другое, что немаловажно, сыграет значительную роль для еще большего производства и улучшения агротехнических работ. Нужно отметить, что на сегодня во всех формах хозяйствования города задействованы более 1726 единиц различной техники. Управление сельского хозяйства города Турсунзаде регулярно проводит семинары и консультации с механизаторами и руководителями дихканских хозяйств по своевременному завершению осенне-весеннего сева. Труженики дихканских хозяйств благодаря производству бахчевых культур и реализации хлопковых планов ежегодно вносят свой весомый вклад в дело реализации государственных программ по развитию продовольственной безопасности. В течение прошлого года в город Турсунзаде из-за рубежа было завезено ряд новой современной сельскохозяйственной техники, которая сегодня широко используется земледельцами и садоводами местности. Прогресс в области здравоохранения, создание новых современных медицинских учреждений, оснащение новыми передовыми технологиями и тем самым обеспечить структуру квалифицированными специалистами является одним из перспектив сектора. На сегодняшний день на территории Сагдийской области при поддержке предпринимателей и инвесторов разрабатываются проекты по открытию ряда медицинских центров. Нужно отметить, что области уделяется первостепенное внимание вопросам улучшения доступа, качества и эффективности медицинского обслуживания населению, а также развитию новых форм первичной медико-санитарной помощи в процессе продолжения реформы здравоохранения.
целью привлечения большего числа подростков и молодежи, ученых, исследователей, наставников и преподавателей к изучению и развитию математических, точных и естественных наук в стране ежегодно будет проводиться республиканский конкурс под названием «Наука светоч просвещения». Данный конкурс даст огромный шанс молодым талантам продемонстрировать свои знания и навыки, чтобы в будущем внести достойный вклад в развитие математических, точных и естественных наук. Эти инициативы правительства страны направлены на повышение уровня грамотности и образованности народа, в первую очередь подростков и молодежи, укрепление чувства патриотизма, национального менталитета, почитание и изучение языка, древней истории и культуры таджиков, расширение научного и технического мировоззрения и развитие точных и естественных наук в стране. Нужно особо отметить, что предыдущие конкурсы из числа «Таджикистан. Родина любимая моя» и «Мудрости за россияне» доказали один весьма важный момент. Среди наших подростков и молодежи растут уникальные таланты, что всемерно мы их должны поддерживать и поощрять. В целях проведения республиканского конкурса «Фурвы Субхи Дунуи» на высоком организационном уровне в общественно-областной библиотеке имени Тошхуджи Асири города Худжан Сагдийской области был выделен отдельный актовый зал. Теперь же любители художественного искусства смогут найти нужную литературу и подготовиться к 5 номинациям данного конкурса. По словам ответственных лиц, цель проведения подобного рода мероприятия состоит в улучшении мировоззрения взрослого, молодого и подрастающего поколения к чтению книг, а также к уважению, почитанию духовности и культуры. Данный конкурс с целью развития языковедения будет проводиться среди аспирантов, докторов, науки, студентов и жителями города. Книга – это незаменимый друг. В нем можно найти все ответы на актуальные вопросы. Она представляет собой видение надежды и мечты, руководство к знанию и богатству мира, которое создает высокий жизненный уровень в жизни человека.